Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Бириккен Улуттар уюмунун расмий тилинде жана биздин Кыргыз Республикасынын расмий тилинде сиздердин уруксатыңыздар менен. Уважаемые дамы и господа, excellencies, dear Antje, and of course Luis, весь коллектив. Позвольте от имени Кабинета министров Кыргызской Республики поприветствовать прежде всего ваш, госпожа Чемберлен, весь коллектив программы развития Организации ООН и волонтеров, и также друзей ПРООН со знаменательной датой 30-летним юбилеем Офиса программы развития ООН в Кыргызской Республике. В этот день хорошо бы перечислить мы могли бы, и на самом деле нам приготовили целый доклад на очень много страниц, чтобы перечислить все большие достижения, которые мы гордимся. Но если коротко, хотелось бы сегодня все-таки перечислить следующие вехи процесса развития, которые наша страна, Кыргызская Республика, прошла первые 30 лет нашей независимости вместе и с помощью, и рядом с программой развития ООН. Это первое наше большое достижение, которое было бы невозможным без активного участия вашей программы. Это повышение инклюзивного выборного процесса через улучшение условий для полного избирательного права граждан. И сегодня наша страна, наш многонациональный народ может с гордостью, с уверенностью говорить о том, что в Кыргызстане мы достигли самого главного для нас, для наших свобод, для наших конституционных свобод, это свободных, справедливых выборов. И это проходили президентские выборы, которые состоялись в январе прошлого года, это состоял референдум по утверждению Конституции и парламентские выборы октября прошлого года. Мы полностью, как наши внутренние, местные, независимые наблюдатели, участники политического процесса, и так и все международные наблюдатели признали состоявшиеся выборы свободными и справедливыми. И это большое наше и самое главное достижение работы программы ПРООН и всех нас в гражданском обществе, политических партий, всего нашего народа, свободные и справедливые выборы. Второе, это также то, что вместе с программой ПРООН у нас было очень много также программ развития, в которые мы принимали участие. Вот уважаемый бывший экс-премьер-министр Амангельди Мурсадекович Муралиев присутствует, дорогой наш Аксакал Накен Касиевич, вот среди тех, кого я заметил в зале. Вы все хорошо помните, как вы участвовали в программах развития ООН от 90-х годов. Тогда все это было в новинку, закладывались программы государственного развития, программы АРАКЕТ, комплексные основы развития и национальная стратегия сокращения бедности и очень много других программ, которые были успешно притворены в жизнь в 90-е годы, 2000-е годы, за последние 10 лет. Сегодня мы с вами работаем над утвержденной программой долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики, среднесрочной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года. И третье, это, конечно, наши цели устойчивого развития. Устойчивого развития у нас сегодня мы с вами добились того, что прошлый год мы работали над тем, чтобы с каждой пункт программы национальной стратегии развития отражалась цель устойчивого развития ООН. И наш глава государства, глава правительства неоднократно говорили о том, что цель устойчивого развития – составная часть нашей стратегии и цели развития нашей страны. Конечно же, мы сегодня должны говорить о том, что с активным участием ПРООН, всей семьи институтов ООН и, конечно, при помощи стран наших основных партнеров мы с вами прошли через испытания глобальной пандемии. И сегодня мы с вами продолжать устранять социально-экономические последствия этой COVID-19.
Среди основных достижений — реализация целей Парижского соглашения по изменению климата, переход к низкоуглеродному миру, формирование новых отраслей, как зеленая, цифровая, креативная экономика. И здесь мы тоже чувствуем плечо и поддержку программы развития ООН. Эта поддержка определенно позволит нам усилить зеленый рост за счет инноваций, зеленых технологий, цифровой трансформации. Кыргызстан заинтересован и далее укреплять и расширять взаимодействие с программой развития ООН по всем направлениям, прежде всего в сфере достижения целей устойчивого развития, реализации стратегических документов Кыргызской Республики, повышения роли молодежи в решении проблем устойчивого развития, охраны окружающей среды, сохранения биологического разнообразия, противодействия негативным последствиям изменения климата, продвижения горных инициатив и укрепления межэтнического согласия в нашей стране. Уважаемые дамы и господа, за годы сотрудничества между Кыргызской Республикой и ПРООН наложено тесное, открытое, эффективное партнерство, которое укрепляется с каждым годом, отвечает главным приоритетам устойчивого развития Кыргызской Республики и международному сотрудничеству в рамках Организации Объединенных Наций. До 2019 года мандат ПРООН входила также координация деятельности всей системы ООН. Я хочу, конечно, добрыми словами вспомнить ваших предшественников, уважаемая госпожа Чемберлен, каждый из которых стал, что называется, household name. Они воспринимались нами как большие друзья Кыргызстана, и мы с теплотой вспоминаем каждого из руководителей, сотрудников ПРООН, и просим вас передать им наше приветствие в этот знаменательный день. Мы празднуем сегодня 30-летний юбилей процесса развития не только ПРООН, но и всей системы семьи ООН в целом. В завершение позвольте пожелать вам успеха в вашей высокоответственной миссии в нашей стране и сказать, что мы готовы с вами работать следующие 30 лет, следующие 300 лет. Наше независимое суверенное государство. Мы очень надеемся, что мы добьемся больших успехов в наших планах, амбициозных задачах развития нашей страны. И в совсем скором будущем мы будем также участвовать вместе с ПРООН и помогать другим нуждающимся странам и использовать наш большой потенциал, прежде всего человеческого развития. Вместе с ПРООН мы готовы работать на процветание Кыргызстана и всего человечества. Спасибо большое.